ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник. Внеочередное заседание Совета МУГУ-УХТА. Центральный вопрос повестки – внесение изменений и дополнений в бюджет на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019. Что конкретно в том числе предлагается зафиксировать, озвучило Финуправление. Расходную часть предлагаем увеличить на 46 миллионов рублей, я повторяюсь. И увеличивается она в связи с увеличением следующих межбюджетных трансфертов. Первое. Дотация для выплаты заработной платы педагогам и работникам культуры 2,8 миллионов рублей. Второе. Субсидии на создание систем по раздельному сбору мусора 200 тысяч рублей. Третье. Субсидии на возмещение выпадающих доходов организации воздушного транспорта 2,9 миллиона рублей. Четвертое. Субсидии на повышение оплаты труда работников учреждений культуры 6,4 миллиона рублей. Шестое. Субсидии молодым семьям на приобретение жилого помещения 1,4 миллиона рублей. И субвенции на реализацию образовательных программ 9,3 миллиона рублей. Кроме того, увеличивается субсидия для МКП УХТА «Спецавтодор» для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу этого предприятия в январе 2018 года на 13 миллионов рублей. Ну и предлагаем в бюджете предусмотреть уставный фонд для вновь созданного МУПа в сумме 600 тысяч рублей. Самые жаркие обсуждения у депутатов вызвало два вопроса. Первый – муниципальная управляющая компания. Почему уставной фонд 600 тысяч рублей? Какие гарантии, что она не станет убыточной? Сколько тратить придется на ее содержание в год и другие? Коснулась темы так называемых бесхозных домов, управление которыми или не осуществляется, или неэффективно. Муниципальная УК должна в теории помочь решить этот вопрос в той или иной мере. Сегодняшний муниципалитет в любом случае обязан содержать дома. Его обязанности входят эти брошенные дома. И на сегодняшний день ЖКХ и все прочие выкручиваются, как это сделать. Денег невозможно туда вложить. Просим управляющие компании, ресурсоснабжающие организации помочь. Но они сразу же задают вопрос, как вы будете оплачивать? Мы не можем это оплатить, ни в коем случае. Оплатить не можем. Вы, депутаты, я не знаю, у которых есть избирательных участков, вот эти брошенные дома, я не знаю, почему сейчас молчат эти депутаты. Это же ваши избиратели, которые там находятся сегодня, кровли текут. Дома плохо готовятся к зиме, это отопление, это все. На сегодняшний день этим людям надо хоть что-то сделать по минимуму. И сегодня для того, чтобы вот это по минимуму сделать, должен быть кто-то, кто может имеет, кому мы дадим полномочия пойти заключить договор на выполнение этих работ с любой ресурсоснабжающей организацией, с любой МРЭУ, МЭУ, кем угодно, как МРЭУ, должен быть одно какое-то лицо, юридическое лицо, которое имеет право заключить договор на выполнение вот этих вот работ. Представители администрации добавили, что муниципальная УК должна будет обладать полномочиями для заключения договоров, работы в аварийных ситуациях, а также сбора средств на оплату работ жильцов. Однако у депутатов остались вопросы, и тема с УК вызвала немало споров. Точно так же отреагировали на тему спецавтодора. Например, депутат Куканов заявил, что им было прислано уведомление, что если ранее тариф за утилизацию кубометра мусора был 40 рублей, то с 1 января 2018 года эта цифра уже составит 182 рубля 53 копейки. Рост в более чем 4 раза. В изменения в бюджете заложено для всех бюджетных предприятий, что теперь в 5 раз утилизация мусора возросла, соответственно, деньги надо предусмотреть, возить мусор от школ, от садиков, от прочего. При той минимальной цене, которая сегодня была, я не знаю, какое финансирование школам, садикам дается, но конкретно по нашему предприятию, штучный 1-2 платеж прошел. То есть год школы, садики мусор не оплачивают. Мы пока занимаемся благотворительностью. Сейчас заложили эти суммы, эти деньги. Это первый вопрос. Второй вопрос. Любой расчет рождается здесь на земле. Я не думаю, что его сделали в Сыктывкаре и готовы подали. То есть кто-то тут рассчитал, какие-то цифры подал, чем-то обосновал и потом доказывал министерству, что тариф должен быть такой. И я извиняюсь, что я чуть раньше не был на комиссиях, но у меня сейчас не 600 тысяч, которые дают общему новому предприятию МУПу, а услышал фразу 13 миллионов дают УХТА Спецавтодору дотацию. На что? Казенное предприятие, которое должно четко сейчас на конкретной смете сидеть, год работать. А вот, это коммерция. Они должны иметь второй расчетный счет и вот этим всем заниматься. Мэр Ухты Магомед Османов с удивлением прочитал бумагу и пообещал представителям управляющих компаний муниципалитета. В течение января будем разбираться. В январе у вас какой он был в декабре, такой же тариф и останется
То, что я еще раз повторяю, с этим делом будем разбираться по полному, потому что оно не согласен. Если уж вы не знаете, я говорю, я не знаю, откуда эта информация появилась, поэтому первый раз от вас этих цифр. Тем более и не управление ЖКХ до меня цифру не доводило, не УКТА спецавтодор до меня цифру не доводило, управление экономики цифру не доводило. Выделение 13 миллионов спецавтодору вызвало еще более жаркие дебаты, чем муниципальная УК. Некоторые депутаты спрашивали, как так получается, что из бюджета нужно выделить дополнительные деньги. Администрация объясняла это спецификой работы казенного предприятия, что это уже отработанные автодором деньги, что без них на новогодние праздники предприятие не сможет работать. Мнения в Совете сильно разделились. Есть бумаги, которые здесь написаны, и мы за них голосуем. И это мы голосуем не за свои личные какие-то, а за бюджет города. И когда у нас нет денег на соцобъекты, школы, садики и так далее, и что у нас нету, и потом выделяются деньги в другие вопросы, которые там, лично по мне, они не столь важные, которые можно было заменить. Ситуация с голосованием по изменениям в бюджет осложнялась тем, что неприятие ставило под угрозу и денежные дела некоторых бюджетников. Депутаты заметили, что тогда стоило бы разделить голосование по проблемным вопросам и понятным. В какой-то момент даже зазвучали предложения о перерыве или переносе заседания, но в итоге большинством изменения в бюджет были приняты.